Швейная фабрика в Алиюрте готова к запуску, остались только последние штрихи. Просторный вышивальный цех рассчитан на 611 мест, и большая часть швейных машин здесь уже установлена. Правда, многие столы еще покрыты чехлами, но это не значит, что у них еще нет хозяек. Вот эти вязаные поделки в виде цветов и сердечек означают, что машина уже выбрана швеей, и именно на ней она будет работать. 500 квалифицированных профессионалов, ровно столько женщин уже прошли здесь обучение. В их числе и Ольга Штрейх. Девушка приехала в Ингушетию всего 2 месяца назад, но уже нашла работу по душе. Я же шила до этого, как самоучка была, сама что-то шила где-то. А здесь опытные швеи показывают, как нужно правильно шить. А оборудование как тебе? Очень нравится, красивое оборудование, современное, машинки хорошие. Здесь хорошая фабрика. Сейчас женщины приходят сюда, чтобы наработать опыт и набить руку к предстоящему запуску предприятия. А скорость и навыки им пригодятся. Уже сейчас у швейной фабрики есть долгосрочные заказы. Это и спецодежда для сотрудников сферы медицины, военных, форма для юноармейцев и даже банные принадлежности для крупных гостиниц. Мы приняли заказ, взяли заказ от крупной компании, как Фурелла, инкассация по банку с Москвы. Инкассация дала нам заказ на форму для инкассаторов. Потом банные халаты на 2 года, подряд 2 года мы должны будем обшивать их. В месяц 4000 изделий нам надо шить уже. Мы уже начали, нам дали заказ, сейчас везут ткань. И всего пару дней назад на фабрику завезли детали для трафаретно-печатной машины по текстилю. Этот аппарат позволит наносить на ткани любые рисунки и принты. Сейчас монтажом аппарата занимается Владимир Джапаридзе, который приехал из Москвы. Перед вами 2 стола, один стол, на который укладывается изделие. Этот стол, с которого снимается изделие, кладется на сушилку, выходит готовая продукция. Изображение, вот эта вот футболка напечатана на аналогичной машине, не на этой, а на другой. Все краски, которые будут использоваться для создания рисунка на ткани, абсолютно гипоаллергенны и не нанесут вреда даже младенцам. Как только аппарат будет полностью собран, фирма «Ниса» пришлет в регион своих профессионалов, которые обучат работников швейной фабрики создавать целые произведения искусства на любой ткани. Мария Нестоева, Рахман Суров, Новости 24.